Булгар радиосының Олкынча милли музыкаль премиясы. Доброе утро. Продолжим тему. В нашей студии прямиком из Таиланда Артем Зерминов, директор лаборатории робототехники и промышленного дизайна, а также тренер Александр Четвергов и их ученики Данил Трегубов и Иван Проскуряков. Доброе утро. Доброе утро. Приветствуем вас в нашей студии. Да, прям прямиком из Таиланда. Ну, расскажите, что вы там делали? Кто расскажет? Вот, в Таиланде, в городе Чангмай, мы были на Всемирной робототехнической олимпиаде. Так, интересно. Здорово. Здорово. Какие были этапы, какие соревнования, что проходило? Лично мы с Иваном были в разных возрастных категориях, но были в одной дисциплине, да. Так. Под названием творческая дисциплина. В этой дисциплине нам говорили тему в феврале прошлого года. То есть вы заранее знали тему. Какая была тема? Тема была «Еда имеет значение». Так. И нам нужно было придумать проект, который помогал бы бороться с голодом. Хорошо. Великолепно. Что придумали вы, юные умы, так сказать, нашего города, нашей республики? Я придумал роботизированную овощевыращивательную машину «Вегетариум». Овощевыращиватель? Овощевыращивательная машина «Вегетариум». По какому принципу работает? То есть она сажает растения, поливает растения, подкармливает растения, также подвязывает растения. Да вы что? Это сделал, я извиняюсь, Иван, ты? Да, я и мой напарник Данис. Так, уважаемые садоводы, обратите внимание на этого молодого человека, который просто, я не знаю, помощник всем и вся, и облегчает просто труд всех садоводов. Итак, что произошло в Таиланде, Иван? Ты представил «Вегетариум». И? Мы представили «Вегетариум» на английском языке, и нам надо было ответить вопросы на английском языке. И потом нам дали третье место. Третье место. А какое было количество участников? Я думаю, сейчас уже тренеры смогут нам помочь. Из 50 стран были команды, то есть общее количество было более 500 человек. Мне бы хотелось обратить внимание на то, что это Всемирная робототехническая олимпиада, которая начинается в разных странах. Первоначально в феврале, как сказали ребята. То есть ребята победили в республиканской олимпиаде, потом они победили во всероссийской олимпиаде, потом они прошли отбор в сборную, который связан был с оценкой уровня английского языка. И только потом они попали на вот этот вот представительный международный форум. Это сегодня самая представительная олимпиада. Ну, в общем-то, наверное, наряду с WorldSkills. Вот это да. А вот второй проект «Победитель. Бережливая логистика». Что это, о чем это? Расскажите, пожалуйста. Ну, я вот Александра попрошу и Даню. Давай попробуем. «Бережливая логистика» – проект, который минимизировал потери продуктов питания во время их транспортировки. Сейчас этот процент достигает от 25 до 40%. Наш проект был основан на технологии блокчейн. Общий смысл проекта был в том, что роботы во время перенаправления товара на логистическом центре могли считывать его качество, а также делать запись в блокчейн и изменять на основе всех датчиков смарт-контракт, который был предложен всем участникам системы в начале. Это гениальные дети. Ну, конечно, позвольте уточнить, а какая возрастная категория? То есть здесь участвуют именно до школьники, извиняюсь, и здесь участвуют только до 20, до 18, до 16, до скольки лет участники? В данном случае вот проект «Бережливая логистика», он в средней возрастной категории от 12 до 15 лет. Вот, и наша команда заняла первое место. Всего 3 возрастные категории. Есть младшая, до 12, есть средняя и есть старшая. В старших победили петербуржцы. Честно говоря, я подозреваю, что, ну, я оцениваю то, что видел, что просто жюри не могло все 3 первых места отдать России. Ну, наверное, да, это было бы чему мы несказанно рады, потому что нам есть куда расти. Это великолепно. Но вот мне интересно, вот все же опять продолжая тему того, что вот Иван, вот меня особенно вот поразило то, что придумал он, а будут ли вот ваши проекты вообще внедряться в жизнь, скажем так, ну, на государство? В нашей стране? Да. Ну, они будут обязательно внедряться в жизнь, потому что «Вегетариум» — это компактная машина, которую можно разместить на любой кухне, в любой точке Земли, в любой климате.
Я первая на великолепно, очереди. Иван. Получается, как ты хорошо-то себя освободил от таких обязанностей, да? Это здорово. Можно в огород больше не ходить, можно робота запустить. Да. Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что вы развиваете таких уникальных детей, а вот наши, я не знаю, юные умы просто поразили нас сегодня. Удачи вам. Здорово, что ребята уже в этом возрасте озабочены такими интересными вопросами. Просим в Роболенд. Это Спасибо. здорово. Спасибо вам большое. Күңел түренә яшерелгән хискә ирек бирсин сойлап алырга. Илһамланып җырмың ахәңенә канатланып балкып янырга. Канатландыра торган җырлар. Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясе. 8 декабрь. Пирамида.